Вы, как и мы, будете в шоке. Неужели это действительно будет работать? Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, что изменилось у нас в стране, чего так долго ждали таджики. И действительно ли все это так? Подписывайтесь на наше обновление и точно будете в курсе всего самого актуального. Минобороны Таджикистана сообщила, что за месяц призывной кампании план по призыву вооруженной силы страны выполнен на 70%. Среди призванных в этом году в период осеннего призыва в армию пошли служить сыновья 124 чиновников и госслужащих республики. Среди них сыновья глав районов Файзабад, Таджикабад, Рашт и города Бахтара, а также начальника бухгалтерско-финансового отдела Генпрокуратуры, прокуроров районов Джалалидин-Балхи, Муминабад и военного прокурора гарнизона города Куляб. Об этом говорится в информации на сайте Генеральной прокуратуры Таджикистана. Как вы относитесь к такой новости? И как вы думаете, действительно ли они пошли служить или приняли присягу, показали это на камеру, сфотографировались и разошлись? Или даже если они пошли служить, как вы думаете, к ним будут относиться так же, как и ко всем солдатам, или нет? Свое мнение по поводу всего этого, или, возможно, вы знаете подробности, напишите нам, пожалуйста, в комментарии. А в сообщении указывается, что в прошлом году во время осеннего призыва из 7 должностных лиц и других государственных служащих и работников были призваны 299 человек, а за весенний призыв этого года 120 человек, 19 из которых дети работников прокуратуры. Кроме того, при содействии работников городских и районных прокуратур, военных гарнизонов, в ходе призывных кампаний граждане добровольно явились на призывные пункты и отправлялись на военную службу, отмечают в Генпрокуратуре. Причем с каждым годом количество граждан, отказывающихся от прохождения службы в армии, уменьшается, а количество граждан, желающих добровольно пройти военную службу, увеличивается. Перед началом осеннего призывного сезона министр обороны страны Шерали Мерзо обратился к своим подчиненным и подчеркнул, что им следует воздержаться от методов принудительного призыва на военную службу и на службу в армию, привлечь больше детей-чиновников. В прошлом одной из причин дезертирства из армии некоторые называли тот факт, что детей-чиновников не призывали на службу, что приводит к социальному неравенству в обществе. Как вы относитесь ко всей этой ситуации? Возможно, вы или ваши знакомые служили вместе с детьми-чиновниками. Как все это там происходит? У них есть лучшие условия или, возможно, к ним относятся как-то не так? Как вы, в принципе, относитесь к призывной кампании у нас в Таджикистане, что говорят, в этом году не было никаких облав? Но ведь это неправда, вы согласны? И вообще, как вы думаете, что будет с нашей армией через несколько лет? Свое мнение по поводу всего этого, видение, возможно, идеи, напишите нам, пожалуйста, в комментарии. У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи!